Дорогобуж – магдебургский город исторической Смоленщины, на этнической территории белорусов. Основан смоленским князем Ростиславом Мстиславичем где-то в 1150-х годах. Впервые Дорогобуж упоминается в грамоте 1210-217 года среди городов Смоленского княжества. Свое название город получил, вероятно, от Дорогобужа в Волынской земле. В 1300 году Дорогобуж, по-видимому, входил в состав Вяземского княжества. Когда смоленский князь Александр Глебович осадил город, на помощь дорогобужцам пришел вяземский князь Андрей Михайлович. В 1345 году вяземский и дорогобужский князь Федор Святославич выдал свою дочь за московского князя Семена Гордова, оставил свои владения и получил вотчину в Волоколамском. В 1403-404 годах Дорогобуж вместе с окрестными землями присоединился к Великому княжеству Литовскому. С 1440-х годов город был владением троцкого воевода Яна Гаштольда, а затем его сына Мартина. В 1480-е годы он упоминается как центр наместничества. Наместниками здесь были князья Масальский и Адоевский. Создание ряда наместничеств на восточной границе Великого княжества Литовского было связано с необходимостью обороны от Московского княжества. В 1487 году Московское княжество начало Первую войну против Великого княжества Литовского. А также можно сказать, что это первая война Москвы с теми, кого сейчас в наше время называют белорусами. Поводом послужило вероломство ряда удельных князей из так называемых верховских земель: Воротынск, Адоев, Белев, Масальск, Серпейск, Мизецк, Любуцк, Мценск. Эти князья нарушили свою присягу великому князю Литовскому и перешли под власть Москвы. Москва обманом, подкупом и обещаниями переманила этих князей на свою сторону. Военные действия продолжались несколько лет и носили велотекущий характер. Наконец, в 1494 году был заключен так называемый «Вечный мир». Согласно договору, Литва была вынуждена признать утрату части земель, которые в ходе предательства князей перешли к Москве. Однако в обмен Московское государство возвратило Любуцк, Серпейск, Масальск и Апаков и официально отказалось от претензий на Смоленск и Брянск. Мир был закреплен династическим браком. Великий князь литовский Александр Казимирович женился на дочери московского государя Ивана III, Елене. В 1499 году под Дорогобужем в московский плен попали великий гетман литовский Константин Острожский, наместник смоленский Станислав, маршалки Остикович и Хребтович, князья Друцкие, Масальские и другие. Под 1500 годом в литовских, белорусских летописях упоминается князь Семен Иванович, который изменил присяги, предается Москве. Именно в Дорогобуже московский государь Василий Иванович получил печальную для него весть о победе своего бывшего пленника князя Константина Острожского под Оршей. Напомним, битва состоялась 8 сентября 1514 года на северо-востоке от Орши, на реке Крапивне. Великий князь Сигизмунд Старый сумел собрать под свои знамена в Минске немного более 35 тысяч воинов. Общая численность московской конной армии под командованием воеводы боярина Ивана Андреевича Челяднина составляла 80 тысяч человек. Оршанская битва – одна из крупнейших битв на территории Европы в начале XVI века. Победа в ней дала Великому княжеству Литовскому возможность вернуть захваченные противником Дубровна, Мстиславль и Кричев. После битвы до 1518 года не происходило вторжения московских войск, за исключением отдельных набегов. Победа под Оршей рассматривается как одна из первых в ряду триумфов литовского, белорусского оружия. Ежегодно 8 сентября белорусы отмечают национальный праздник – День белорусской воинской славы, великой победы над значительно более многочисленным войском московских захватчиков, одержанной в оборонительной войне на своей земле и своей же армией. В мае-июне 1500 года город был захвачен московским войском под командованием воеводы Юрия Кошкина. 14 июля 1500 года под Дорогобужем, рядом с деревней Ведроши, произошла Ведрошская битва между войсками Великого княжества Литовского и Московского государства, которая закончилась победой московских войск. В результате к Московии отошла более чем треть литовских земель, в том числе и город Мглин с властями.
По перемирию 1503 года Дорогобуж вошел в состав Московского государства и стал центром уезда, который первоначально объединял 28 властей, в основном из состава Смоленского княжества. Тогда же великий князь московский Василий III приказал построить деревянную крепость в Дорогобуже и прислал для этого из Москвы итальянских мастеров. Расписной список Дорогобужа, датированный 1694 годом, дает представление о Дорогобужской крепости того времени. Длина крепостных стен составляла более 380 метров. Крепость имела 14 башен, одна из них, южная, называлась Спасской. В крепости было 43 медные и железные пищали, и к ним 2683 пули. Однако попытка московской стороны укрепить город и удержать его оказалась безуспешной. В ходе войны 1507-508 годов во время нападения литвинов город был сожжен и занят великим гетманом Станиславом Кишкой. Однако по условиям мира город остался за Москвой. В начале 17 века, когда вся Московия погрузилась в вихрь смутного времени, Дорогобужский край оказался в самом центре бурных событий. Зимой 1609 года, в разгар польско-литовской интервенции, город занял отряд ротмистра Нелюбовича, направленный сюда самим королем Сигизмундом III из-под осажденного Смоленска. Именно в том же году, в 609-м, здесь было создано Дорогобужское староство в составе Речи Посполитой. Воеводой города тогда значился Семен Ададуров. А уже в 1610 году войско староства поддержало Лжедмитрия II, пытавшегося удержаться на московском престоле. В том же 1610 году Дорогобуж окончательно утвердился как центр староства в Смоленском повете Смоленского воеводства. Дорогобужское староство стало государственным владением в составе Смоленского повета, Смоленского воеводства Великого княжества Литовского. Его центром было местечко Дорогобуж. В 1611 году, неподалеку от города, на базе Балдинского монастыря начал действовать иезуитский коллегиум, новый духовный и образовательный центр. Но покой длился недолго. В 1613 году Дорогобуж вновь захватила Москва. Почти через 4 года, в 1617-м, к стенам города подошел королевич Владислав. И тогда дорогобужский воевода Иван Ададуров, вероятно, сын прежнего воеводы Семена Ададурова, с радостью распахнул ворота и вместе с жителями принес присягу на верность королю Речи Посполитой. Уже в 1618 году, по условиям Диулинского перемирия, Дорогобуж остался в составе Речи Посполитой. – 28 мая 1625 года король и великий князь Сигизмунд III Ваза даровал Дорогобужу магдебургское право и герб, в голубом поле образ Девы Марии. Этот герб украсил и городскую печать, став символом особого статуса местечка. Но почти бесконечная война с Москвой, бесконечные военные походы и массовое бегство жителей, тут нужно честно сказать, бежали, как и вглубь Литвы, так и Московию, почти полностью опустошили Дорогобужскую землю. В 1632 году, в ходе начатой Московией и Смоленской войны, Дорогобуж был захвачен московскими войсками воеводы Шейна и стал основным опорным пунктом дальнейшего наступления русских войск на Смоленск. В октябре 1633 года российский гарнизон выдержал осаду войск Речи Посполитой, но по Полиновскому миру 1634 года город остался за Речью Посполитой. В ходе войны была утрачена грамота Сигизмунда III на магдебургское право, а по просьбе Дорогобужа подтвердить привилегию в 1635 году король Владислав IV отказал, так как город почти не оказал сопротивления московским войскам. За Дорогобужем была сохранена должность войта, но город так и не получил прав самоуправления. На 1650 год в городе было 184 двора, работали гостиный двор и 3 мельницы. В 1652 году иезуиты заложили возле Балдинского монастыря огромный сад. С началом войны Московского государства с Речью Посполитой в 1654 году Дорогобуж и староство были захвачены и вошли в состав Московии. По Андрусовскому перемирию 1667 года Дорогобуж остался в составе Московского государства. В
1708 году он стал центром уезда Смоленской губернии. В 1780 году власти предоставили городу новый российский герб. Во время войны 1812 года 25 августа Дорогобуж заняли французские войска под командованием маршала Нея, которые контролировали его до 7 ноября. В результате военных действий город потерял 667 построек. Согласно официальным данным за 1866 год, белорусы составляли 65,99% населения Дорогобужского уезда, смесь белорусов и русских – 29,4%. В конце XIX века в Дорогобуже было 1043 деревянных дома и 68 каменных, действовали 12 церквей. Ежегодно проходило 4 ярмарки, где торговали в основном пенькой, коноплей и другими сельскохозяйственными изделиями. Существовали небольшой пивоваренный завод, кожевня и копница, топельня воска. 25 марта 1918 года, согласно Третьей уставной грамоте, Дорогобуж объявлялся частью Белорусской Народной Республики. 1 января 1919 года по постановлению Первого съезда Коммунистической партии Беларуси он вошел в состав Белорусской ССР, где стал центром уезда Смоленского района. Однако 16 января Москва забрала город вместе с другими этнически белорусскими территориями в состав Российской Советской Федеративной Республики. В 1931 году в Дорогобуже родился Владимир Александрович Жиженко, белорусский переводчик. Такова история Дорогобужа, история, где рядом идут слава и утраты, где на одной чаше весов стоят отвага и верность, а на другой – измена и поражение. Город не раз переходил из рук в руки, становился ареной великих сражений и тяжелых испытаний. Он знал и пожары войн, и разорение, и миг величия. В судьбе Дорогобужа отразились все драматические линии истории нашей земли: стремление к свободе, сопротивление врагам, и вместе с тем человеческая слабость, готовность склониться перед силой. Но именно это делает историю города живой. Дорогобуж – это не только руины и забытые хроники, но и символ той огромной и сложной истории Смоленщины, Белоруссии и Литвы, где каждое поколение оставляло свой след. И, может быть, сегодня, вспоминая прошлое, мы возвращаем себе право помнить: этот город был частью нашего мира, нашей культуры и нашей истории.